В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Завод Бинофарм начал производство вакцины от коронавируса. Выпускать будут до 1,5 миллиона доз лекарства. Диспансеризация в школах республики пройдет в первые 2 недели учебного года. Найти новый дом. Проект «Приемная семья» для пожилых граждан реализуют в Якутии. Завод «Бинофарм» в Зеленограде начал производство вакцины от коронавируса. Предприятие способно выпускать порядка 1,5 миллиона доз лекарства. Об этом сообщил президент корпорации Владимир Чирахов. По его словам, в настоящее время первая партия препарата готова к отправке в регионы. Помимо прочего, Владимир Чирахов сообщил, что компания продолжит инвестировать в дальнейшее переоборудование и наращивание производства вакцины, получившей название «Спутник Ви». Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что препарат, получивший государственную регистрацию, будет производиться на 2 площадках – центра имени Гамалеи и компании «Бинофарм». По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России. Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Вакцина зарегистрирована на условиях в соответствии с принятым правительством Российской Федерации порядком доступа на рынок для препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19. Мы уже докладывали, что ряд лекарственных препаратов ранее были выпущены для лечения и сегодня эффективно используются в медицинских организациях. Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек. Для оперативного наблюдения за состоянием здоровья вакцинированных и контроля эффективности и безопасности Минздрав России создает единый цифровой контур, позволяющий отслеживать безопасность и качество препарата на всех этапах жизненного цикла. Да, спасибо. Вы сказали, что это одна из первых зарегистрированных. А где-то в мире уже зарегистрированы вакцины подобного рода? Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации на условиях. Есть еще ряд других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первым. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что и другие страны вслед за Россией создадут вакцины. Ну а пока такие страны, как Иордания, Палестина, Сербия, Израиль и Бразилия выразили интерес в вопросе поставок российского препарата на свою территорию. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет. Я хочу поздравить академика Гинзбурга, всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого результата. Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал вот этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата, с тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых.
Между тем, 56 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Якутии. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Больше всего заболевших в столице региона – 43 человека. Остальные случаи зарегистрированы в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрнгринском, Сунтарском, Чурапчинском районах. За сутки лаборатории республики провели около 3000 исследований на коронавирус. На сегодня, говоря о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, необходимо обратить внимание, что последующие 2 недели для республики будут характерны достаточно высокий уровень мобильности населения. Как извне республики будут возвращаться люди, которые приехали с отпусков, так и внутри республики. Поэтому я бы хотела обратиться сегодня к жителям республики с позиции того, что приехав в районы или возвращаясь с отпусков, пожалуйста, обращайте особое внимание на соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. В ходе брифинга Ольга Балапкина рассказала и о том, что медработники будут проводить диспансеризацию в школах республики первые 2 недели учебного года. Сегодня мы готовимся, прежде всего, вся республика, оперативный штаб поставил задачу для всех глав муниципальных образований во главе с Министерством образования подготовить школы к 1 сентября, зайти к 1 сентября в школы и обеспечить там санитарно-эпидемиологический режим, который бы не дал возможность увеличения количества вируса. К другим темам, новую школу на 50 мест в селе Натора Ленинского района ведут в следующем году. Сдача объекта была запланирована на конец этого года, но из-за того, что проектный институт неправильно провел геологические работы, сроки были перенесены. Строительство школы в селе Натора обойдется в 164 миллиона рублей, часть из которых софинансирует республика. В бюджете Ленинского района на этот год на ее строительство заложено около 30 миллионов рублей. Подготовка к отопительному сезону в Амгинском районе идет полным ходом. Специалисты ЖКХ заменили более 3000 погонных метров тепловых сетей. На очереди замена теплотрасс хозяйственным способом. В район в период навигации завезли свыше 30 тысяч тонн угля. Отопительный сезон в районе начнется с 7 сентября. До этого все ремонтные работы будут завершены. Подготовка отопительного сезона по ремонтной программе выполнена 67%. Готовность котельной к отоплению на 82%. При ВСПТ почти все перевезено в Ленку. Сейчас ведутся ремонтные работы, в основном это замена дымососов, замена теплотрассы и есть частичная замена котлов. Около 40 одиноко проживающих ветеранов тыла получили материальную помощь на ремонт жилья в Хангаласском районе. Ежегодно Министерство труда и социального развития республики выделяет средства на эти цели. Размер единовременной выплаты составляет 30 тысяч рублей, а в арктической зоне чуть больше – 50 тысяч. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти дополнительно выделили 430 тысяч рублей еще для 15 ветеранов тыла, нуждающихся в этой помощи. На днях им должны перевести деньги. Без внимания не оставили, и подарки, и пищевые подарки приносили, и самовар подарили. И потом у меня соцработник очень хороший, Светлана Гавриловна, помогает, 2 раза в неделю приходит, ни в чем не отказывает, и продукты мне приносит, и по дому помогает. Полы моет недельку раз. В общем, помощь получаю я хорошую. Еще один масштабный проект реализует Министерство труда и социального развития республики. Это приемная семья для пожилых граждан. Его суть в том, чтобы люди пенсионного возраста и инвалиды смогли найти второй дом, где их примут как родных. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Павлова. С
С началом пандемии сотрудники более 40 стационарных учреждений социального обслуживания Якутии, одни из первых в стране, ушли на длительную изоляцию со своими подопечными. Так и в Чульманском доме-интернате для престарелых и инвалидов принимаются все меры безопасности. Вахтовый режим работы, запрет посещений, дезинфекция, кварцевание, отмена массовых мероприятий. Вместе с тем, скученное проживание и слабый иммунитет подопечных требуют расселения, и институт приемной семьи является одним из эффективных механизмов по борьбе с инфекцией. На данный момент в учреждении 30 койко-мест, 25 из них заняты. Приемные семьи – это альтернатива домам престарелых. Здесь пожилые люди обретают семью, получают помощь в уходе и содержании, чувствуют себя защищенными и нужными. В свою очередь, граждане, которые принимают свою семью пожилого человека, могут рассчитывать на ежемесячные пособия на основе договора об организации семейства. Министерство труда и социального развития Якутии совместно с управлениями соцзащиты населения и труда в районах принимают заявки на организацию приемной семьи для пожилого человека, в первую очередь проживающих сегодня в домах-интернатах. Причин, по которым пожилой человек в конечном итоге остается один, на самом деле весьма много. Встретить достойную старость в кругу родных и близких нам людей – это ли не мечта каждого человека? По вопросам организации приемной семьи для пожилого человека, нуждающегося в социальной поддержке, можно обратиться на единый телефон 8 800 100 14 03, либо по телефону Управления социальной защиты населения и труда в Нерюнгринском районе 4 29 17. На данный момент в республике принято в семьи 209 граждан пожилого возраста. Чтобы забрать пожилого человека из интерната на постоянное время жительства, необходимо позвонить по телефону Управления социальной защиты населения и труда Якутии по месту жительства, подать заявку на участие в программе «Приемная семья для пожилых граждан», подготовить пакет документов. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Непогода придет в Якутию завтра. По прогнозам синоптиков, в арктических, Вена-Бутантайском, Верхоянском районах ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. 14 августа на Колыме местами возможны сильные дожди. Также на юге и юго-западе Якутии прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Круглогодичная ярмарка появится в Якутске. Подобные объекты откроют и в ряде других дальневосточных городах. Ярмарочные комплексы обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу и местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции. В торговых сетях будет выставляться местная продукция и уникальные товары других регионов, для которых предусмотрено 15-20% мест. Также в сеть входят многофункциональные площадки для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.